Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И вначале коротко о главном. Мир творчества, веселья и вдохновения. Я создаю новую маленькую жизнь, мне так кажется. Фестиваль «Айда играть» снова собрал друзей со всей страны. В чем важность этого мероприятия? Имея такое огромное культурное наследие, которое находится и музыкальное, и художественное, и театральное. Отдых без границ. Как выбрать путевку мечты и не стать жертвой нечистых на руку турагентов? Расскажем о ценах, направлениях и нюансах выбора маршрута. Большой звоночек, если вам делают большую скидку, то, конечно, скорее всего, это агентство уже живет не за счет прибыли, и рано или поздно оно разорится. Выход на новый уровень. Как башкирский эпос смог покорить одну из главных музыкальных премий страны? Чем и как живет древнее издание в современном мире? Это уникальное издание послужит некой ключевой ставкой, которая будет позиционировать себя центром притяжения. Обратный отчет. Финансирование есть, экспертиза есть, подрядная организация есть. Начинаем эту работу. Спешите делать фото. Уже к концу июня символ Башкортостана, памятник Салавату Юлаеву, снимут на реконструкцию. Чтобы сохранить нашим поколениям самый лучший памятник, который есть. В Уфе завершился четырехдневный праздник для детей и их родителей. Уникальный всероссийский фестиваль «Айда играть» проходит в Башкортостане второй год подряд и собирает настоящие аншлаги. Это площадка, где в детство погружаются даже бабушки и дедушки. Любимые герои мультфильмов, игры и игрушки, выступления артистов. «Айда играть» занял свое место в юных сердцах его главных гостей. О том, каким мы запомним фестиваль в этом году, расскажет Анастасия Чубаева. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро. На то оно и утро. А куда мы идем? К тебе, конечно. А эти ребята с утра пошли не в гости, а откликнулись на призыв «Айда играть». И первыми их встретили любимые герои. В студии «Союз мультфильм» можно создать собственную анимацию или привнести краски в жизнь, например, Винни-Пуха. Родители далеко не ушли, сосредоточенно творят рядом. «Айда играть» – площадка, переступив порог которой попадаешь в мир детства, активности на любой возраст. Кажется, взрослые здесь вновь на мгновение становятся детьми. Но как не сфотографироваться с героями любимых мультфильмов? Десятки различных тематических зон. От авиамоделирования до космоса, игротеки, где на протяжении всех дней будут проходить различные турниры. Здесь не хватит и суток, чтобы обойти все площадки и посмотреть все пространства, которые подготовили для юных гостей и их родителей. И, конечно, огромное количество игрушек. Тут родителям приходилось применять навыки переговорщиков в поиске компромисса. Но у детей есть свои хитрости. У меня деньги с собой, я хочу что-то купить здесь. Родителей пришлось уговорить, чтобы деньги дали? Да. Легко согласились? Нет. Какие методы ты использовала, чтобы их уговорить? Мыла посуду, им помогала, чтобы они задобрели. На фестивале можно не только приобрести игрушки, но и сделать их своими руками, собрав за все дни фестиваля целую коллекцию. Это моя волшебная коробка, и это поделки с сегодня и вчера. Эту коробку я использовала даже на Китаб-Байраме. Вот эта куколка-вертушка. Я создаю новую маленькую жизнь, мне так кажется. Вот так вот, смотри, всегда. Потом вот так вот. А ты говоришь, вот, девочку надо. Здорово. Импровизированный мастер-класс по плетению кос провел и Ради Хабиров. Куклы, кстати, родом из Кировской области. Глава Башкортостана пообщался с производителями, в том числе с башкирскими. На отечественные компании приходится лишь 10% рынка. Все остальное – это иностранные товары. Поддержка и развитие российских предприятий стала темой пленарного заседания, где встретились представители отрасли, руководители федеральных ведомств и региональных министерств. О детских игрушках по-взрослому серьезно. К игрушке, подчеркиваю, можно по-разному относиться. Можно относиться как просто к баловству, да? А можно относиться как к серьезному государственному инструменту. Потому что это часть воспитания человека, часть воспитания ребенка, который станет гражданином, вырастет и, соответственно, будет отвечать за развитие нашей страны. И вот этот вот наш форум является попыткой объединить и сколотить некое такое единство
людей, которые все-таки будут толкать все, связанное с российской игрушкой. В рамках фестиваля прошло подписание соглашения между Башкортостаном, Нижегородской и Кировской областями. Там сохранилось и развивается производство игрушек. В республике же создан кластер, который нацелен на межрегиональное развитие. Имея такое огромное культурное наследие, которое находится и музыкальное, и художественное, и театральное, да, ведь это все может идти в игрушки. Вот он сегодня играет, завтра увлекается, а завтра делает это своей профессией. Пока взрослые занимались серьезными вопросами, дети просто наслаждались праздником. Звезды есть и белая штука какая-то, которая посередине. И мне страшно, что я упаду. Несмотря на реализм полета, это самый безопасный способ взглянуть на нашу Землю с высоты. Путешествие по бескрайним просторам Вселенной, не вставая со стула, предлагал Уфимский планетарий. И тут не устояли даже взрослые. Телескоп очень понравился, и нравятся интеллектуальные игры еще здесь. Очень впечатлили, много нового узнали. Очень нравится фестиваль. Не только детям, но и мы сами даже хотели прийти сюда очень. Вот, да, я попрыгала сегодня в резиночке, вспомнила свою молодость, как в школе прыгали. Дети поиграли в различные игры, что-то даже уже вот приобрели, игрушки какие-то. Тут такое место, как в сказке, такое место больше нигде не найдешь. Мне тут очень нравится. Я отсюда никогда не уйду. Я буду тут жить. Мне тут понравилось. Нафотографировались, родители довольны. Фотографии отправили родителям. Молодцы, то, что вы так организовали. Для детей, для взрослых нам тоже очень приятно это все посмотреть. На протяжении всех дней фестиваля работали сразу несколько сцен, где проходили театральные представления, концерты, и даже герои программы «Спокойной ночи, малыши» не могли пропустить этот праздник. Расскажи небольшие секреты про Степашку. Степашка попросил секреты его не рассказывать. Он сам приедет, расскажет. Филя – звезда опытная. От провокационных вопросов уходить научен. Но на ушко все же что-то интервьюеру шепнул. Герои «Спокойной ночи, малыши» посещают уже второй фестиваль вместе со своими напарниками. Взрослые рассуждают, чем отличалось их детство. Мы придумывали для себя игры. То есть мы их как-то всем двором сочиняли. Я жил на Дальнем Востоке, к нам приезжали ребята с разных регионов, и они знали одни и те же игры, которые мы играли. То есть не было ни интернета, ни телефонов. По телевизору об этом не говорили, было сарафанное радио. Салам Уфу мин Филя! Впечатлениями делится Степашка и его бессменная вот уже полвека напарница. Потрясающий город. Я не знаю, дальше там я не уходила вширь, а вот в серединке такое счастье, такая какая-то атмосфера потрясающая. Я очень люблю сюда приезжать. Зовите меня чаще. Выступлением Дмитрия Маликова фестиваль «Айда играть» прощался со своими зрителями. Но не навсегда, а только на время. И тут, наверное, пришло время уже родителей подпевать знакомым песням. Анастасия Ильчебаева, Роберт Давлетбердин, Шамиль Каримов. Итоги недели. Впервые в Башкортостане отметили День эпоса «Урал-Батыр». Его буквально неделю назад учредили по указу главы республики. Дата отмечается 8 июня. За последние месяцы эпос словно переживает второе рождение. Даже звезда российской эстрады Дима Билан аккурат перед праздником исполнил песню «Хомай» на крупнейшей музыкальной площадке страны. Как истории современности удается лаконично переплетаться? Ответы на эти вопросы нашла Алия Альтубаева. Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки в этом году не обошла и башкирских артистов. Этногруппа «Айола» и певец Дима Билан выступили в дуэте, перепев песню «Хомай», причем на русском языке. Впервые башкирская песня вышла на крупнейшем российском лейбле и стала популярна в мировых чартах. Проект на грани прошлого и современности уже набрал в интернете десяток миллионов просмотров, что далеко не предел. С моей стороны
идея определенная, которая идет на основе эпоса «Урал-Батыр». И мы также работаем плотно с Дианой Кильдиной. Это Диана Пай, она 25 лет изучает эпос «Урал-Батыр». Каждый раз, когда, говорит, я его читаю, он открывается по-новому. То есть она дает некую расшифровку «Урал-Батыра», вытаскивая оттуда все основные смыслы. Описанная в сюжете борьба за счастье людей со злыми силами природы, которые предстают в обликах чудовищ, драконов и змей, имеет глубоко символический смысл, понятный и современному жителю. Труд датируется 17 веком до нашей эры, и если вы вдумаетесь в эту цифру, вы поймете, что на Земле ничего не меняется. Ценности остаются теми же, прежними. Может быть, появились там телефоны, может, появились машины, но в жизни человека ничего не меняется. А когда это еще подкреплено родной землей, на этом и стоим. Несколько тысячелетий эпос передавался из уст в уста, и лишь в 1910 году его впервые на бумаге записал фольклорист Мухаммедша Бурангулов. Сегодня подлинник хранится в научном архиве Уфи-Циран. Наши дети хорошо знакомы с этим местом, и я думаю, что у каждого человека, у каждого башкира вот эта книга «Урал-Батыр», эпос «Урал-Батыр» должна стать настольной книгой. По инициативе главы региона Радия Хабирова в Башкортостане День Урал-Батыра будут отмечать ежегодно 8 июня. На прошедшей международной ярмарке Китаб-Байрам эпос стал главной книгой. Копия первого машинописного текста будет храниться в Евразийском музее кочевых цивилизаций. Это уникальное издание послужит некой такой ключевой ставкой, которая будет позиционировать себя центром притяжения, и каждый, кто желает, сможет им ознакомиться, посмотреть. И я думаю, каждый, кто, увидев такую книгу, захочет себе приобрести и другие издания. Как известно, без культуры нет нации. В Башкортостане по следам эпоса организуется множество мероприятий. Как пример, конкурс юных сказителей, десятки лет реализующийся в Бурзянском районе. Создан научно-популярный фильм «В поисках Акбузата», разработан туристический проект «Золотое кольцо Башкортостана» дорогами эпоса «Урал-Батыр». В Башдрамтеатре эпос ставится с 2018 года, а в репертуаре Госансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова он появился недавно. В заповеднике пещера Шульганташ 10 лет назад выявили и включили в реестр объектов культурного наследия достопримечательное место с названием «Земля Урал-Батыра». Там же расположился и памятник одному из главных персонажей эпоса – крылатому коню Акбузату. На днях в Москве памятник башкирской словесности презентовали в рамках 11-й книжной ярмарки на Красной площади. Стоит ли говорить, после успеха песни «Хомай» продажи издания выросли в разы. Популярностью пользуются и переводы, которые начали выпускать во многих национальных регионах и странах. Я 3 месяца изучил алфавит башкирского языка. В 2020 году я уже издал книгу, а уже пандемия получилась. Я не мог приехать. Больше 20 экземпляров. И сегодня я вручаю. Урал-Батыр не просто древнее сказание, а источник вдохновения для современного искусства и культуры. Он объединил людей разных поколений и национальностей, напоминая о вечных ценностях. А еще доказал, эпос может звучать современно и находить отклик в сердцах миллионов людей. Его популяризация – большой вклад в развитие духовности и нравственности башкирского народа. Алия Альтубаева, Азат Галиуллин, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Заграничный отдых – это возможность увидеть новые страны, познакомиться с культурами и отдохнуть от повседневной суеты. Каждый год тысячи туристов из Башкортостана отправляются за рубеж в поисках ярких впечатлений и новых эмоций. Но как правильно подобрать тур, чтобы отпуск прошел без проблем и доставил только радость? Подробнее об этом расскажет Артур Шамсуддинов.
Вместо краткосрочного отдыха на море – затяжные походы по судам. Вот что бывает, когда турагент не исполняет свои обязательства. Год назад, по версии следствия, Ангелина Бахмутова охотно продавала путевки своим клиентам. Но вот в жаркие страны люди улететь так и не смогли. Да, я бы хотела наказания, безусловно, хотела бы возврата денежных средств. Тут все, конечно, когда в судебном заседании озвучивали о том, что хотим возврата денег и наказания, у меня даже больше желания наказания, чем возврата денег. Ровно потому, что человек еще в диалоге со мной постоянно на протяжении такого большого промежутка времени вешал лапшу. Клиентам женщина говорила, что произошел форс-мажор. То в самолете мест не хватило, то в гостинице, то подвели субагенты. В материалах уголовного дела 21 эпизод. Сумма ущерба больше 3 миллионов рублей. Должны были поехать в солнечный Дербент. Это самый старинный город России, чтобы купаться в море, наслаждаться видами гор и вообще просто наслаждаться гостеприимством Дагестана. А по итогу мы никуда не полетели, поехали в Чешмы собирать ягоды. Чтобы отдых принес радость и не проблему, важно правильно подбирать турагента. Профессионалы отрасли рекомендуют не кидаться сгоряча на уж слишком низкие цены. Вероника Рамазанова, руководитель собственной турфирмы, говорит об опасности демпинга как для клиентов, так и самого агента. Агентство образовывает кассовый разрыв и вынуждено делать скидки, чтобы привлечь наличные деньги в офис. Они очень сильно демпингуют и за счет этого скидывают цены ниже, чем на сайтах туроператоров, хотя партнерство у всех практически одно и то же. И это большой звоночек. Если вам делают большую скидку, то, конечно, скорее всего, это агентство уже живет не за счет прибыли, и рано или поздно оно разорится. Выходит что-то вроде пирамиды. Они, как известно, имеют свойство рушиться. В турагентствах рекомендуют проверять номера забронированных заявок на сайте туроператора, где можно увидеть все вплоть до статуса оплаты. Другой момент. Важно понимать, в какой стране и когда выгоднее всего отдыхать. Так называемый не сезон – время скидок. Тот же Таиланд, к примеру, летом стоит почти в 2 раза дешевле – от 120 тысяч на двоих. Из более экзотичных – Куба – порядка 200 тысяч. Советовала бы съездить, наверное, в Таиланд. Но на лето это очень сейчас популярное такое направление. Там и днем, и вечером много дождей. Из-за этого говорят, что там низкий сезон. Но это не мешает туристам спокойно отдыхать. Там также тепло, там такая же хорошая погода, там такое же хорошее море. Цены на еду, на какие-то фрукты становятся меньше, а также на массаж. И никто не отменял правила раннего бронирования. Самые популярные сейчас Турция и Египет, совсем включено, уже на пике цен. Покупать путевки лучше всего было зимой. Соответственно, сейчас можно неплохо сэкономить, если подбирать варианты путешествий в зимнее время. Например, Арабские Эмираты однозначно 100% на месяц октябрь, ноябрь, декабрь стоит бронировать сейчас заранее. Таиланд еще не стоит в продаже, но также рекомендуется к бронированию летом при раннем бронировании. И у нас уже в продаже на весь следующий год, вплоть до весны, стоит Хайнань из Уфы. Минимальная цена от 100 тысяч рублей на двоих, но там очень много параметров. То есть питание, локация отеля, там очень много деталей. А еще можно рассматривать варианты, которые пока не столь широко раскручены. Тот же Катар, цены на который вполне демократичны, порядка 30 тысяч на человека. Правда, отдых исключительно безалкогольный, учитывая специфику страны. По словам экспертов, некоторые туроператоры могут организовывать поездку в любую точку мира. И здесь единственный ограничитель – финансовые возможности. Артур Шамсудинов, Тимур Давлетов, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. В Башкортостане продолжается реализация программы временного трудоустройства для школьников. За последние годы спрос на обеспечение работы подростков значительно вырос. И сотрудники Центра занятости делают все возможное, чтобы каждый ребенок получил возможность сделать первый шаг в своей карьере. Подробнее в материале Камилы Камильяновой. Каникулы для подростков – это не только время передышки от учебы, но и возможность для подработки. 15-летний Арсен Идельгужин раньше постоянно отдыхал в лагере «Соколенок», но вот уже 2-й год подряд приходит сюда в качестве сотрудника. Устроился на работу, чтобы осуществить свою мечту. В этом году тоже решил поработать, накопить себе на телефон. Работаем, как будет свободное время или на тихом часу. Платят 21 тысячу. Я работаю 3 месяца. Арсен – сирота, живет в центре «Феникс» для детей без попечения родителей. Еще одна воспитанница, Екатерина Невидимова, 2 года назад тоже решила найти подработку. Девушка родом из деревни Тавтиманово Иглинского района. Учится на 2-м курсе в Бирском кооперативном техникуме. Работа заключается, получается, подметать полы, мыть полы, протирать столы и
мыть раковины и подоконники. Работать пошла просто, чтобы там деньги были на то, что, вот, к примеру, вот если я захочу что-нибудь, то чтобы смогла купить. В наш лагерь мы также трудоустраиваем воспитанников наших с 14 лет, которые работают в лагере, получают заработную плату через центр занятости. И также мы им заработную плату с своей стороны тоже платим. Для детей это хорошо, они будут иметь свои личные деньги, которые могут расходовать по своему усмотрению. А в дендрологическом парке Берендей дети могут не только получать зарплату, но и повышать экологические знания. Девятиклассница Камила Адыева из Бирска заинтересовалась садоводством. Работая с растениями, девушка черпает вдохновение. Я очень хотела заниматься экологической деятельностью, выращивать цветы. Я получаю за это зарплату небольшую, также она помогает мне в биологии по школе. В данный момент у нас в договоре 12 детей. Во время учебного процесса дети работают 2 часа в день, а в каникулярное время они работают с 9 до часу, то есть 4 часа, 15-минутный перерыв. Все правила и инструктажи мы выполняем, то есть у нас долгосрочное сотрудничество с нашим Бирским центром занятости населения. Для подачи заявления на трудоустройство несовершеннолетних граждан вам необходимо авторизоваться на портале «Работа России» через личный кабинет госуслуги. Выбираете «Войти через портал госуслуги» и вводите свои данные, логин и пароль. Как трудоустроиться и какую профессию выбрать, подростки могут узнать в Центре занятости. На профориентационных встречах детям предлагают не только консультации и вакансии, а также помогают в оформлении всех необходимых документов. В любой непонятной ситуации ребята могут к нам обратиться, а мы уже непосредственно выйдем на работодателя и какие-то спорные моменты поможем разрешить. В нашем штате есть как специалисты по труду, так юристы, профориентологи. И мы весь этот административный ресурс, конечно же, используем для оказания ребятам содействия в трудоустройстве. Так как мне 14-15 скоро, я захотела заработать денег, как и все обычные подростки. Мне предложили несколько вакансий, где можно, так сказать, подработать. И мне помогли здесь. Я уже как 3-й год работаю в летнем лагере. Летние лагеря, к слову, шанс для многих подростков начать трудовой путь. Благо, выбор учреждений большой, почти 2000. Это сейчас Элина Алимгулова, студентка-вожатая. Работать здесь начинала, будучи школьницей. Традиции одного из старейших учреждений летнего отдыха Маякинского района передает детям, многие из которых не намного младше ее самой. Раньше я очень много отдыхала в этом лагере. То, что мне так понравилось, что я пришла сюда работать. Я работаю с 2021 года по 2-3 смены. Мы всегда готовимся к лагерю очень тщательно. Мы тут все подготавливаем для детей, для их комфорта, чтобы им было хорошо, весело. Трудовые отношения со школьниками регулируются отдельными статьями закона. Здесь множество нюансов, которые важно знать как и детям и их родителям, так и работодателям. Если это подросток, которому 14 лет, то необходимо согласие родителей, а также органа опеки и попечительства. Если это подросток с 14 до 15 лет, до 16 лет, то необходимо только согласие родителей. Органов опеки уже здесь нет необходимости получать согласие. Если это подросток с 16 до 18 лет, то там уже общие условия устройства на работу, то есть согласие родителей в данном случае не требуется. По данным платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, в мае работодатели Башкортостана разместили на сайте порядка 50 вакансий, доступных соискателям от 14 лет. Среди предлагаемых профессий – продавцы-консультанты, кассиры, упаковщики, комплектовщики, курьеры и не только. Варианты вполне достойные для того, чтобы сделать первые шаги в трудовой карьере. Камила Камильянова, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. На неделе Уфа принимала самый большой форум для женщин «Территорию счастья» урожденного в Башкортостане проекта «Юбилей». В 5-й раз он проходит на всероссийском уровне. Участие в мероприятии принял и глава республики. Конгресс-холл Таратау на 2 дня стал буквально как цветник, собрав женщин со всей страны. Как обычно, организаторы приготовили насыщенную программу для развития, оздоровления, обучения и красоты представительниц прекрасного пола. Сюжет Динарты Масхановой. Кто-то спрашивает из мужчин, а почему нет территории мужского счастья? Вот мое мнение, нам в принципе хватает вашего счастья. Если вы счастливы, то мы тоже счастливы.
Женщина вдохновляет на подвиги мужчин, признают это и сами представители сильного пола. Поэтому территория женского счастья, начало которой было положено в 2019 году и стала столь популярной. Это проект, объединяющий тех, кто хочет развиваться и двигаться вперед, многогранный и мотивирующий. Мне очень приятно, что наш проект продолжает добрую традицию, которую зародила в нашей стране Валентина Ивановна Матвиенко, и создала женский евразийский форум. Наверное, вот оттуда мы все поняли и почувствовали, насколько важно собираться женщинам вместе, делиться своим опытом, знаниями совершенно в разных областях. И когда спрашивают, о чем же проект «Территория женского счастья», он обо всем, он о всех сферах жизни и деятельности. Ради Хабиров отметил, что проект является полевым. В течение года десант специалистов ездит по республике, оказывая реальную помощь. Так, за годы существования команда ТЖС объехала 45 муниципалитетов, и совсем немного осталось, чтобы осчастливить женщин в каждом уголке региона. Проект «Женское счастье» – это про дело, прежде всего. Это про помощь. За эти годы десятки тысяч женщин смогли получить реальную помощь, медицинскую, консультационную. Территория женского счастья объединила женщин по разным интересам. Здесь решаются иногда даже отдельные судьбы наших дорогих женщин, которые попали порой в непростую ситуацию. На подобных мероприятиях всегда особое внимание мамам и женам участников спецоперации. Каждую из них зал стоя приветствовал аплодисментами. У них тоже непростая задача – стоять на защите тылового фронта. Трогательный подход главы республики и его жены Карины Владимировны – это, конечно, большое им уважение, почтение, восхищение, потому что этот опыт нужно тиражировать на другие республики. И, вы знаете, настолько было тронута, я постоянно ловила себя на том, что я просто сейчас заплачу. И с этого начался форум, с уважения к тем женщинам, у которых не вернулись сыновья. 2 часа шел круглый стол под названием «Время героев», где эксперты говорили о роли женщины в СВО. В Башкортостане зародился уникальный проект «Первая юрта». Женщины-волонтеры, выезжая в госпитали Луганской и Донецкой народных республик, ухаживают за ранеными бойцами. Сказать вам всем огромное спасибо за вашу силу, за ваше терпение. Но ваше терпение, оно, знаете, деятельное. Это можно было уйти в переживания, а можно по-другому поступить, как вся республика поступила. Все вместе собраться и сделать все, чтобы служба наших парней была чуточку легче. Каждый участок Конгресс-холла стал маленькой территорией женского счастья. Где-то рассказывают об искусстве, где-то о креативных индустриях. У территории женского счастья не только женское лицо, но и мужское, и, конечно же, детское. Женщина счастлива только тогда, и об этом говорят и гости проекта, и эксперты, когда у нее налажена личная жизнь, есть реализация на общественном и профессиональном поприще. И все это возможно соединить, доказывают участницы проекта «Территория женского счастья». Ресурс в любой ситуации искать нужно в себе, говорит психолог Виктория Шиманская. Каждой эмоции есть место, даже раздражению. Проект «Территория женского счастья» учит женщин преображать собственную жизнь. В моменте главное, что в этот момент происходит синергетический эффект, потому что великолепные учителя, педагоги, мамы, специалисты всех видов профессий и счастливые женщины вот просто своим вниманием, своими знаниями, когда делятся друг с другом, этого становится больше. Ни одна территория женского счастья, в том числе и выездная, не обходится без врачей. Гости мероприятия подходили к медикам и на месте получали консультацию специалистов уфимских клиник. Можно было спросить и как сохранять здоровым сердце, и как исцелять душу. На территории женского счастья мы уже в 3-й раз представляем свою площадку республиканской больницы в виде консультации невролога, физиотерапевта, ревматолога, инструктора ЛФК.
Вот. Помимо вот этого крупного проекта, который летом, как правило, проходит, мы участвуем и в выездных мероприятиях. Юбилейная территория женского счастья стала международной. На площадках гости из Мексики, Дубая, Беларуси, Узбекистана, Омана и несколько тысяч женщин со всей России. Вижу, как мероприятие растет, как мероприятие развивается. С большой радостью встречаю людей, которые уже стали настоящими подругами, друзьями. Всегда рада видеть новые лица. Но что для меня всегда отличает именно это событие, это то, что здесь обязательно есть место, где хорошо детям. Более того, организовали площадки, где мамы могли бы оставить детей, пока сами получают новые знания. А еще среди красивых платьев встретить можно было и мужские брюки. Сильный пол, говорят, им тоже комфортно на территории женщин. На данном мероприятии мы впервые. Если честно, очень хорошее мероприятие. Хорошо, что затрагивают тему женского здоровья и детей. Потому что в нашем мире сейчас это, наверное, важная тема. Хоть тема касается женского счастья, да, мы, мужчины, видите, решили посетить. Мы нисколько не пожалели, нам тоже было интересно. Нам нужно знать, как правильно строить отношения в своей семье, здоровье. Участниками проекта, рожденного в нашей республике за годы его существования, стали более 50 тысяч человек. Территория объединяет тех, кто хочет двигаться вперед с помощью мягкой силы. Динара Таймасханова, Артур Ханов. Итоги недели. Отпуск длиной в 2 года. В башкирской столице начнется реконструкция памятника Салавату Юлаеву. С 30 июня площадь рядом со скульптурой закроют из-за масштабных работ на объекте. Об этом на этой неделе сообщил Ради Хабиров. Главная достопримечательность региона уже более полувека, и ее состояние можно назвать аварийным, отмечают эксперты. В ходе анализа специалистами составлен план по реставрации объекта культурного наследия федерального значения. Причем за ходом работ будут следить представители Российской академии художеств. Обо всем по порядку расскажет Даниль Байков. Совсем скоро при въезде в башкирскую столицу автомобилисты и путешественники уже не смогут увидеть одну из визитных карточек республики. Памятник Салавату Юлаеву не пощадило время. Скульптура нуждается в немедленном обновлении. К сожалению, ситуация такова, об этом мы неоднократно говорили, что и возраст памятника, и атмосферное влияние, и технологические особенности привели к тому, что памятник настоятельно требует реставрации. Надо приступать незамедлительно. Поэтому приступаем к этому памятнику. График принимается. Договорились, по источнику финансирования есть, экспертиза есть, подрядная организация есть. Начинаем эту работу. Обшивка фигуры Салавату Юлаева и его коня покрылись трещинами. В упадок пришел каркас самого памятника и постамент под ним. Очень многие элементы памятника, они на сегодняшний день в аварийном состоянии. Это и курган сам, фундамент, потом стилобат, на котором стоит сам памятник, ну и сам памятник тоже. И было написано служебная записка в Башкортнаследие в состоянии памятника. Достопримечательность несколько раз исследовали изнутри. Специалисты обнаружили множество щелей, просветы на улицу. Было проведено исследование внутренней части, частичное исследование, которое показало поражение стальной конструкции, коррозии. И, кроме того, там сильно повреждены крепежные узлы. Поэтому для того, чтобы отреставрировать эту скульптурную композицию, обязательно надо разобрать, чтобы добраться до всех узлов. Содействие в реконструкции окажут представители Российской академии художеств. Каждый элемент, чтобы это было бы все сделано с профессионализмом, с любовью и с тем, чтобы сохранить нашим поколениям самый лучший памятник, который есть. Конная скульптура имеет огромную художественную музейную ценность. Так как художник Салавата Юлаева, как здесь воспроизведен в движении, который идет в бой вперед, зазывает с собой армию, это потрясающее произведение с художественной точки зрения, уникальное. Конная статуя – одна из самых крупных в России. Уникальность монумента в том, что при массе в 40 тонн он стоит на 3 опорах. Сосланбек Тавасиев отдал своей работе около 20 лет. Памятник отливали в начале 60-х годов в Ленинграде. Многотонный груз доставили в Уфу водным путем. Установили в 1967-м.
С момента возведения скульптуры ее ни разу не реставрировали серьезно. Последний раз монумент красили 11 лет назад, говорит известный художник Павел Котельников. Без реставрации он мог бы быть утерян. Поэтому специалистам предстоит масштабная и технически сложная работа. Особого внимания требует работа с каркасом. Памятник Салавату, он как пазл. На конкретном памятнике стоит задача не повредить и не внести чего-то своего. И сам Салават Юлаев, да, это некий все равно символ нашей общего государства. Да? Это тоже показывает нашу многонациональность. За плечами Павла Котельникова обновление памятника Минину и Пожарскому в Москве, скульптуры «Рабочий» и «Колхозница», а также многих других архитектурных произведений. Над главным символом республики будут работать лучшие реставраторы России. Это решение одобряют общественники и жители республики, которым не безразлична дальнейшая судьба конной статуи. Одно из главных наших требований – это было привлечение специалистов, экспертов самого высокого класса. И я думаю, в этом плане мы можем поставить положительную оценку. Наша главная задача сейчас со стороны общественности выдвигать весьма адекватные, конструктивные предложения. Следить за работой на объекте культурного наследия федерального значения в Уфе будут специалисты Ростехнадзора. В части именно технических соответствий, соответствие строительным нормам, и, соответственно, они также будут давать свое заключение после завершения работ. Башкультнаследие совместно с наблюдательным советом в первую очередь будет следить за тем, чтобы памятник Салавату Юлаеву был в том виде, в каком он был создан Сосланбеком Тавасиевым. Реконструкция будет поэтапной. Ее планируют завершить через 2 года. Скульптуру демонтируют, снимут с постамента и увезут в один из цехов Уфы, где мастера вернут символу Башкортостана былое величие. А вот жители и гости столицы подойти вплотную к памятнику уже после 30 июня не смогут. Территорию вокруг скульптуры закроют. Если кто-то хочет запечатлеть на камеру главную достопримечательность региона, то это лучше сделать сейчас или до конца месяца. Даниил Байков, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До свидания.